Самбанану Худуд. Сегодня хочу посвятить это видео теме предстоящей нашей будущей независимости, Бурятии и всех остальных республик. И сегодня хотел обсудить такую тему, насколько мы действительно готовы к этой независимости. Меня просто натолкнула на мысль об этом, получается, обсуждение. У меня есть телеграм-канал, и в этом канале мы разные вещи там обсуждаем. Он совершенно небольшой телеграм-канал, не так много там людей сидит, но почему-то в последнее время он обрел такую непонятную для меня активность. И, в общем, смотрите, какой случай произошел, чтобы долго вас не томить. Один человек посоветовал мне не находиться в Южной Корее и не вести отсюда блог, а вернуться домой. И затем, через некоторое время, этот же человек пишет о том, что он отправил своего сына за рубеж. То есть, я не знаю, он его отправил или сам сын поехал. Неважно. В общем, он обращался там к разным людям, чтобы ему помогли. Потому что он находился в миграционной тюрьме, для того, чтобы его оттуда вытащили, помогли ему. И в итоге, видимо, ему не помогли, и ему пришлось потратить $6500 на адвоката. И знаете, вот, как сказать, какое-то лицемерие, да, вот, смотрите, он обращается ко мне, чтобы я, который все-таки, может быть, небольшую работу делаю, но тем не менее, по крайней мере, хотя бы этот блог веду, да, чтобы я ехал и боролся за независимость в тот момент, пока этот человек сам ничем вот этому движению независимости, судя по всему, не помогает, кроме того, что, видимо, просто смотрит блог. Не знаю, даже смотрит, не смотрит, но, по крайней мере, он находился в группе, где мы обсуждали разные вещи. И вместо того, чтобы помогать вот этому продвижению независимости, его сын уезжает в Америку, соответственно, тоже не высказывается там ни о чем. И еще ему кто-то должен помогать. Такая вот интересная, да, позиция моя, как сказать, хата с краю, да, своя рубашка ближе к телу. То есть его сын вместо того, чтобы там бороться за независимость или еще что-то, раз он такой, как он, я так понял, раз он в этой группе находится, получается, сторонник независимости, он должен ехать и молчать, и сидеть в Америке, а я, который давным-давно ведет этот блог, как давным-давно, года два, да, получается, должен ехать. И получается сейчас, когда, понятное дело, что режим никак не шатается, должен ехать туда и, получается, прямиком в тюрьму. Наверное, с этого, да, с пограничного, как сказать, максимум, наверное, до Улан-Удэ смогу доехать. Не знаю, как, короче, насколько это все будет происходить. Такие вот дела. Это просто, знаете, такая вот лицемерная политика. И я вот, знаете, как думаю, ход мысли этого человека, да, получается, если он сам своими действиями своего сына отправляет, а мне рекомендует ехать, то получается, смотрите, он же, как сказать, в этом ищет свою какую-то выгоду. Получается, по-любому он поддерживает, как сказать... то есть, смотрите, вот для этого человека вообще кто я, да? То есть, человек, который вот рискует непонятно зачем, да? То есть, вместо того, чтобы сидеть, помалкивать, там, зарабатывать деньги, в крайнем случае, типа, там, на кейс маленько поработал, и все, да, там, сходил на митинг, чуть-чуть что-то там пописал комментарий, и все, как бы, типа, и хватит, да, то есть, все, вот, якобы ты там заработал на кейс, все, можно сидеть, молчать, работать, типа, если вернешься, можно сказать, ой, да я там делов не знаю, это я так для кейса делал, да, понятно, что ты сильно не отмажешься, но тем не менее. И в размышлениях вот такого типа людей, получается, я какой-то вообще дурак, вот, с этого никакого профита не имею, кроме того, что там, по-любому интересуются правоохранительные органы. Не зарабатываю, профита не имею.
Ну и вообще действует, получается, нелогично, тупо. Вот нет, чтобы, как его сын, поехать и молчать там в Америке, и еще пытаться каким-то людям обращаться за помощью, чтобы они ему почему-то помогли. Вот непонятно, почему ему какие-то там правозащитники или еще что-то вообще должны помогать. То есть вот если ты просто какой-то вот рядовой чувак, который поехал на заработки, то, ну, как бы, извините меня, ты сам должен на себя рассчитывать, согласитесь? Ты же не действуешь в интересах никакой там группы лиц. Ты действуешь, ну, максимум в интересах своей семьи. Значит, твоя семья и должна тебя поддерживать, согласитесь? Ты же не ратуешь там за что-то. Почему тебе какие-то правозащитники должны помогать? Просто потому, что ты типа такой хороший и все, да? То есть такая логика, что ли? Да, интересно, конечно. И я так думаю, что такого типа люди думают, вот есть же на родине, которые, да, остались в Бурятии, всякие там пропагандисты, да, которые сидят, молчат, нахваливают нынешнюю власть, топят там за эту так называемую СВО, за войну, да, делают деньги сейчас. Придет нужный момент, они просто раз перевернутся, перекрасятся, и все, и будут опять сидеть в шоколаде. А вот такие дураки, как я, да, как Баир, должны, как сказать, почему-то вот страдать там, типа, или еще что-то. Ну, то есть это лицемерие чистой воды. И мне кажется, знаете, на самом деле большинство, к сожалению, таких людей, которые даже это и не осознают, ищут выгоду. Все это, конечно, зародилось в Советском Союзе. Вот это вот лицемерие, лживость какая-то. Ну, хотя бы, знаете, для чего я это видео записываю, чтобы эти люди хотя бы, если они смотрят, конечно, этот канал вообще, не знаю, для чего он состоял в этой группе, такой человек. Ну, хотя бы перед самими собой были честны. Знаете, я вот нисколько не осуждаю людей, которые в поисках лучшей жизни уехали куда-то за границу, на заработки и так далее. Это все понятная абсолютно история. Каждый человек хочет лучшего для себя, для своей семьи, это все понятно. Но прикрываться там, знаете, какой-то борьбой за независимость или еще чем-то, ну, это как бы уже, это уже лишнее. То есть понятно, я понимаю, для многих мотивация просто перебраться за границу и все, и забыть уже там про якобы какие-то там митинги или еще что-то, как там про страшный сон, все, они там, ну, как а-ля Гудуева, да, там уехали, думали там поднимутся, еще что-то, ну, не получилось, приехали, да, то есть, ну, многие так и думают, типа, вдруг у меня ничего не получится, я вернусь, и там придется в тюрьму сесть и так далее, да. То есть они там на карту на вот это все как бы не ставили, да, свою свободу там, возможно, жизнь и так далее. Я понимаю, если бы мне еще Низовкина написала бы так или сказала бы, вот что ты, Баир, там сидишь, говоришь, приезжай. Это другое дело, да, там вот такие люди, как Низовкина, имеют, конечно, моральное право мне что-то говорить. Но такие вот люди, да, которые вот абсолютная вата какая-то, это, конечно, вообще интересно. Поэтому не знаю даже, как все это описать. Таких людей, видимо, большинство, и как с этими людьми строить независимость, я абсолютно не понимаю. То есть они всегда будут сидеть, ждать момента, когда вот, когда все это выгодно, когда кто-то придет, сделает, и только потом вылезать, то есть вообще абсолютно ничем не рискуя, еще прям дождаться, прям там, не знаю, чтобы 10 лет прошло, да, там, что вот все точно, да, все независимость, да, вот ну, тогда мы можем, да, еще что-то там выйти, сказать, как-то так. Пока таких большинство, я вот думаю, что, к сожалению, у нас с независимостью все будет сложновато на самом-то деле. С такими вот хитромудрыми бурятами. Такие дела. Ну ладно. Хотел еще в этом выпуске с вами поговорить о интересных фактах. Смотрите, хотел вообще поговорить о безалаберности, да, которая в Советском Союзе была, и которая в том числе тоже, я считаю, привела к распаду его, и которая, она, естественно, никуда не делась и осталась в нынешней России, от которой надо, этой безалаберности, избавляться. Кстати, один случай произошел при Советском Союзе, другой уже при как, независимой России, или как назвать ее, я не знаю. Ладно, короче, смотрите. Первый случай, который я вот недавно читал, оказывается, Чикатило могли поймать намного раньше. То есть его уже, он был несколько раз
в поле зрения милиции, его задерживали, но из-за просто тупой безалаберности, из-за глупости правоохранительных органов, которые поймали абсолютно не тех людей, для которых главная была палочная система, его отпускали, получается. Ну, хотя его задерживали, у него при себе было там мыло, нож, там веревка и так далее. И вообще сам он, так, я уже не помню точно, но, по-моему, он даже был со следами какой-то борьбы, там, крови, что-то такое. Там же какой был момент, его, получается, семенную жидкость, ну, то есть сперму брали на анализ, и там опять-таки халатность, представляете? Вот человек, который брал пробы, он, получается, допустил ошибку, халатность, и его сразу не привлекли к ответственности, этого Чикатило. Представляете, это сколькоуровневая халатность. Во-первых, правоохранительные органы не предприняли никаких действий. Во-вторых, вот этот вот медэксперт, да, который должен был, ну, он какую-то ошибку там допустил, смешал с водой или еще что-то. Ну, короче, не то показало, получается, генетический материал, который был у насильника. Хотя это его и был, получается, генетический материал. И несмотря на то, что он был в списке подозреваемых, этого Чикатило все равно отпустили. И уже потом, спустя много времени, когда он уже много людей убил, его все-таки задержали. И то благодаря тому, что там какой-то другой следователь приехал, а тот следователь, ему, получается, абсолютно было плевать. То есть им главная палочная система. Поймали они каких-то там сумасшедших, которые представлялись этими маньяками. И, получается, для них не важно было все остальное. Главное, вот, типа, поймали действительно. То есть на каком уровне, получается, была эта вся правоохранительная система в Советском Союзе. То есть человек, который уже поймали, которого должны были, ну, изолировать от общества, он спокойно себе ходил и совершал преступление. И другой случай, который вопиющий, который характеризует, конечно, вот эту вот глупость, безалаберность, безответственность, это крушение самолета, в котором пилот зачем-то взял в кабину самолета своих детей, девочку и мальчика. Девочке, по-моему, 12 лет было, мальчику 15. И, короче, он поочередно взял их и посадил в кресло пилота. Ну, девочка, ладно, ничего не трогала, просто посидела. Мальчик начал там сидеть и выключил автопилот, короче. И одним словом, самолет разбился, там очень много жертв, 70 с лишним, по-моему, человек. Ну, то есть самолет полностью разбился. То есть, представляете, уровень вообще безалаберности, да? Человек, ну, вроде бы должен быть профессиональный пилот, пилот самолета, нарушает инструкции, заводит в кабину, пусть и своих родных, но все равно это как бы посторонние люди. Сажает их за штурвал этого самолета и рискует не только своей жизнью своих детей, но и вообще совершенно посторонними людьми. Это в середине 90-х годов случилось. И вот взял и разбил этот самолет. Вот такие вот дела. Ну, это я говорю о безалаберности, о глупости вообще того, что происходит вообще и происходило и при Советском Союзе, и при России. И, конечно, вот эта вот безответственность, она и во время войны, и сейчас, и тогда все это происходило. Но всегда это камуфлировалось, знаете, вот какими-то высокопарными там словами, какой-то, я не знаю, псевдопатриотическими речами. То есть все это всегда пытались скрыть всю эту информацию. Ну, потом, когда, видите, выходит все это, ты начинаешь понимать, какая на самом деле была страна. Вот что я хочу сказать в этом выпуске о том, что, ну, если вот так на нас самих-то присмотреться, вот насколько наши моральные качества, мы же тоже, получается, в этот менталитет, вот этот вот, как бы сказать, общероссийский тоже впитывали в себя, вот эту всю безалаберность, какую-то хитрость, да, вот эти вот все поговорки, да, там. Почему я все время так обращаю внимание на то, что старшее поколение, ну вот они вот так приспособились выживать. С одной стороны, ну как,
они старались выжить в таком тоталитарном страшном государстве. И понятно, что, как сказать, чтобы выжить, им приходилось принимать правила игры. С одной стороны, это понятно, но как это все будет действовать тогда, когда нам надо будет обретать независимость? То есть вот каждый будет сидеть и думать, а пусть этот Баир идет и что-то делает, а я своего сына отправил в Америку, он там нормально устроился, он там будет сидеть, если что, приедет, когда там все уляжется, да, и я тоже сам не буду ничем рисковать. Вот мы будем все сидеть и смотреть, как вот такие, как Баир, там будут что-то делать, их будут там убивать, прессовать. Ну и ладно, да. Главное, чтобы у нас задница в тепле была. То есть, если вот у таких людей будет большинство, и такие люди не будут нас поддерживать, то я не знаю даже, сможем ли мы вообще обрести независимость, получится ли у нас это все. И та же самая вот проблема с вот этой вот, как сказать, глупостью, ну, те примеры, которые я вам привел про безалаберность, да, правоохранительных органов, ну, вообще любую. Сейчас что лучше, что ли? Черное море, да, вот что делают вот эти вот учреждения, это они ничем не помогают, еще и этих пытаются все спрятать, этот мазут просто закапывают в песок. И как этих птиц, у которых там жира нет еще подкожного, они просто их на верную погибель выпускают в море в открытое. Ну, опять же, в мазуте там измораются, и еще у них жира нет, они просто погибнут. Ну, то есть, вот смотрите, я имею в виду, что мы, живя в колонизации в этой России, к сожалению, приобретаем вот такие вот черты, становимся такими, как они, и это очень сильно нам будет мешать, в общем, в будущем приобретении независимости. Вот как-то так. То есть, чтобы обрести независимость, ну, надо, короче, меняться. Вот что я хочу сказать. Наверное, это видео посыл больше все-таки к молодежи, для того, чтобы они думали. Вряд ли мы уже старшее поколение как-то сможем изменить. У них все равно свое мировоззрение. Они не будут, наверное, меня даже слушать, подумают, он что-то там какую-то ерунду несет. Вот у нас главное своя рубашка ближе к телу, и все. Этот пускай дурак что хочет там делает, да, там он на уголовку себе заработал и так далее. А мы, главное, вот у нас жопу в тепле, детей в Америку отправили, и все, мы вот тут все в шоколаде. А эти дураки пускай этим занимаются. Ну, не будьте такими, вот что я хотел сказать. Ладно, худут. Видео я останавливаю, прямой эфир продолжаю. Зана худут Байрлан. Подписка, ты, комментарий, башты, лайки, ты, Зена худут. Дахин узатра, Байрте.